Если какие-то параметры уже за зоной красоты, зажигается красный сигнал. Казанский энергоуниверситет презентует свою новинку. Эта самоходная машина позволяет дистанционно и, главное, бесконтактно определить места утечек электрического тока в линиях электропередач и подстанциях. Адаптирован к тем подстанциям, которые на сегодняшний день без обслуживающего персонала и могли, значит, в режиме онлайна в течение суток дать все параметры, которые необходимы диспетчеру для того, чтобы удостовериться о нормальном режиме работы подстанции. Специалисты из Москвы привезли модернизированные элементы для электроустановок. Детали полностью отечественной разработки и в 2 раза дешевле зарубежных аналогов. В силу того, что эти производители сейчас ушли, энергетики столкнулись с проблемой того, что компонентной базы для поддержания работоспособности оборудования на сегодняшний день нет, доступной. В общем-то, мы предлагаем эти решения. Площадка Tata Energy Expo как научный полигон. Здесь и разработки, и уже реализованные проекты. Свои стенды на выставке представили больше 70 компаний из 17 регионов страны. Всего же на поля форума приехали 1000 участников. Все они крупнейшие специалисты в области энергетики. 3, 2, 1. Энергия пошла! Открывая форум, организаторы и гости подчеркнули, в Татарстане энергоэффективность и ресурсосбережение – одно из приоритетных направлений. Сегодня в республике проводится модернизация производств за счет внедрения современных технологий и оборудования, реализуются проекты по использованию газомоторного топлива, зарядной инфраструктуры. Главная цель мероприятия – это объединить усилия государства, экспертов, бизнеса и найти наиболее эффективные решения. Благодатная земля Татарстана всегда славилась талантливыми людьми, которые умеют генерировать интересные идеи, которые умеют их быстро и очень качественно реализовывать. Все это важно для того, чтобы правильно и своевременно формировать государственную политику, в том числе в области энергоэффективности. Сегодня мы рассматриваем вопрос о ходе реализации государственной программы «Энергоресурсы и эффективность» в Республике Татарстан в 2022 году и задачах на 2023 год. Об этом уже говорят на заседании правительства республики. Его провел премьер-министр Алексей Песошин. Участие принял и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В прошлом году Татарстану удалось почти на 5% увеличить производство электроэнергии. Несмотря на это, в республике остается дефицит почти на 5 миллиардов киловатт в час. Это наша точка роста. Сегодня он восполняется за счет перетоков из единой национальной электросети. Поэтому первостепенное значение имеет модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей. По-прежнему энергоотрасли приходится работать под напряжением импортозависимости. Как подчеркнули, больше всего от санкций пострадала Заинская ГРЭС, заморозившая строительство парогазовой установки. На паузе ряд проектов по ветроэнергетике. Остаются вопросы по зависимости от иностранного программного обеспечения. Как отметили участники встречи, 98% оборудования имеет российские аналоги. Из них почти треть производят в Татарстане. До декабря 2024 года мы завершим переход на отечественную программу «Продукт» на объекты критической информационной инфраструктуры. До 2027 года мы планируем осуществить плановый переход на отечественную программу продукта, используем в корпоративных целях. По этому направлению идет совместная работа с отечественными разработчиками информационных систем для электроэнергетики. Среди других задач – внедрение системы интеллектуального учета и развитие рынка газомоторного топлива. Форум продлится еще 2 дня. Участников ждут круглые столы и семинары. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.